Мир современный, не только сегодня, вообще всегда боролся против работорговли и пытались принять какие-то резолюции, положения осуждающие. Казалось бы, когда говорят слово «рабство», вообще такую ассоциацию вызывают у людей, как будто это было когда-то давно, работорговля закончилась давно в рабовладельческом обществе. Нет, современный мир переживает такой кризис, что и сегодня находят в массовом использовании принудительного труда и продажи рабов и так далее, и так далее. Что касается этой резолюции, между прочим, особенность, там подчеркивается, что это резолюция о трансатлантическом использовании рабского труда за последние столетия. Даже приводится цифра, что применялось труд около 15 миллионов. Для чего такая резолюция была необходима, особенно африканским странам? Они требуют, во-первых, осуждения, во-вторых, требуют, чтобы репарация со стороны многих стран, которые пользовались рабским трудом. И потому, понимаете, вряд ли это случится, вряд ли какие-то последствия будут, но факт, что это имело место, такое в Организации Объединенных Наций, это говорит о том, что все-таки мир современный будет обращаться к этим уродливым, опасным явлениям, которые имеют место. В этом отношении это большое значение имеет. А что касается трансатлантического использования рабского труда, даже сегодня в мире находят некоторые события, когда массово используют рабский труд не только из африканских стран, но и из стран тоже. Вы, наверное, слышали про такой скандал, который сегодня весь мир говорит, так называемый остров Эпштейн. Да. Представьте себе, вы знаете, это тоже рабский труд, причем используют западной элитой. Причем там фигурируют и короли, князья, и президенты этих стран.